Дарите женщинам цветы. Эту фразу знают многие из вас. Действительно, любая женщина всегда будет рада букету живых цветов. В рамках нашего проекта «Мы вам покажем» мы не перестаем удивляться тому, что же можно сделать из живых цветов. Мы собирали новогодние композиции, букеты, мы ухаживали за растениями, и это действительно приносит огромное удовольствие. Но сегодня мы вам покажем, как можно сделать венок на голову из живых цветов. Многие из вас, возможно, пытались сделать это в домашних условиях, но лучше это делать правильно. Именно для этого мы посетили сегодня Институт современного творчества и флористики «Гармония». И рядом со мной находится преподаватель института, это Светлана. Светлана работает с цветами, я так понимаю, и не только. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Вот все-таки давайте поговорим сегодня о том, с чего нужно начать вообще, когда вот вдруг захотел сделать себе для какой-то фотосессии, к примеру, шикарный венок из живых цветов. Для того, чтобы сделать венок, нам понадобится вот такой обычный ободочек. Тоненький. Чем он хорош? Он держит форму, не надо подбирать размер, то есть он сядет хорошо на любую голову. Простенький, недорогой вот такой вот ободок. Да, то есть он каркас такой какой, металлический? Там, да, металлический каркас. Ну и, соответственно, флористический материал. Значит, очень часто просят девочки для фотосессии из такого модного цветочка, как гипсофила, мелкоцветка. Вот, значит, будем делать из гипсофилы и потом сделаем из кустовых цветов. Это уже позже. А вообще разница между подобными цветами и подобными цветами именно для венка в чем? Эти дольше будут стоять или нет? Или эти? Эти будут дольше, потому что они без воды просто засыхают и немного уменьшаются в размере, поэтому как бы он практически вечный. Практичнее вот это, да? Да, А здесь веночек из подобных цветов сколько может продержаться? Для того, когда мы будем делать венок, мы используем вот такой вот материал, называется тейп-лента. Ее можно приобрести в отделе упаковки в магазине «Город цветов» по адресу Ливаневского, 3А. Она имеет такое вот свойство, что она слегка тянется, и вот потрогайте, когда в руках она становится липкая. Да. Вот. Соответственно, этой лентой, кроме того, у нее еще свойство, еще одно, она сохраняет влагу. Когда делаем свадебные букеты, когда делаем бутоньерку, они же без воды, и поэтому сохраняется влага, запечатывается стебель. И он держит свою воду. Да, и держит свою влагу, и поэтому где-то сутки такой веночек при определенной температуре может сохраняться. Кто бы мог подумать. Да, вот. Я вот подумала бы, ну, цветочек, венок сделали быстренько, надо все успеть, да, вот быстро-быстро, буквально час он живет, два, а затем он уже завянет. Нет, обычно же мы делаем свадебные букеты или же вот те же бутоньерки, те же веночки делаются накануне. И они прекрасно сохраняются. И все это благодаря вот этой волшебной тейп-ленте. Тейп-ленте, дорогие друзья, запоминаем, берем на заметку тейп-ленты. Хорошо, и что еще нам понадобится? Понадобится еще вот секатор или ножницы. Не у каждого в доме, конечно, есть секатор. Или ножницы. Это для того, чтобы измельчать. Вот, тейп-лента не режется. Ее не нужно будет отрезать, мы ее будем просто отрывать. Отрывать. Да. Хорошо, давайте приступим. Для того, чтобы изготовить венок, мы должны будем измельчить, ну не совсем в крошку, не для салата, конечно, вот, измельчить на маленькие веточки гипсофилу, чтобы их удобнее было крепить. Примерно вот, какие? Вот, такого размера? Вот такой был небольшой хвостик. А я все время думала, что это как сухоцвет. Я думала, что это сухое растение. На самом деле нет, да? Вполне мокрое. Вполне мокрое, да? Ну, то есть я почему-то думала, что он вот что в сухом виде, да, вот когда букет завял, что вот сейчас выглядит одинаково. На самом деле нет, да? Чуть-чуть уменьшается он. Так же вот как мимоза. Вот эти шарики, когда засохли, они уменьшаются. Лучше не использовать гортензию. Как бы ни хотелось, как бы она ни нравилась, потому что гортензия очень влаголюбивое растение, даже не влаголюбивое, а водолюбивое. И ее, конечно, лучше не использовать.
А какой самый редкий цветок у нас в Якутии? Ну вот бывает, но очень-очень редко. И прям любители живых цветов за ним гоняются постоянно. Это что? Ну, на мой взгляд, это мак. Мак? Да. Садовый мак, он очень красивый цветок, но по некоторым причинам его, Редко встретишь, да? да, редко встретишь, его практически невозможно заказать. Но бывают партии. Очень редко. Вот на моей практике, я работаю очень давно, я мак продавала 2 раза. Но бывает. Хорошо. Так, ну вот мы порезали наши Да, мы порезали. цветочки. Теперь отрываем небольшой кусочек тейп-ленты и приступаем непосредственно к сборке. Берем ободок. Вниз должна смотреть цветочек. Ну, нам нужно закрыть вот этот край, то есть мы пойдем в одну сторону, а потом немного в другую сторону, чтобы... Так вот, прикладываем несколько веточек и начинаем обматывать тейпом. Тейп, вот я уже говорила, он слегка тянется, такой стрейчевый. Похож немного на лейкопластырь. Да? Да, он вот такой слегка стрейчевый, и за счет того, что он растягивается и становится немного липким от тепла наших рук, он очень хорошо фиксирует, поэтому не нужен никакой дополнительный фиксатор. Чуть-чуть его вытягиваем. И, то есть, вот так. Стараемся, да, распределять равномерно, чтобы у нас не было слишком густых и в то же время слишком лысых участочков. Правильно, да, то есть равномерненько надо, Равномерно, не да. торопясь тогда. А я уже вижу, красота появляется. Ну, это самый распространенный венок, который вот просят покупательницы для фотосессий. Сейчас это очень популярная тема. Естественно, можно также сделать венок не только из тех цветов, которые мы выбрали. Это могут быть искусственные цветы в том числе. Ну, конечно, лучше брать не крупные, потому что крупные, они тяжелые, их сложнее закрепить. Ну, Что-то такое более воздушное, да, легкое, да? легкое, воздушное. Можно сделать чисто из зелени венок. Ну, скажем, День семьи, любви и верности. Который, Ромашка. Ромашку, да, ромашку или хризантему, которая вот очень похожа Да, на ромашку. За счет того, что она стоит очень долго, вот можно сделать венок, там как раз еще к этому дню Иван Купала. И вот тоже можно делать, кстати, вот хорошая тема для фотосессии. Для фотосессии, да. Светлана, а вы как давно стали флористом? Вот вы сказали, работаете много лет, да? И вообще, как пришли в эту профессию? Ой, пришла я в эту профессию. Случайно, наверное, да? Случайно, да, это было в далекие 90-е. То есть первый раз я стояла на крытом рынке 31 августа, вы не поверите, 91 года. Даже помните дату, да? Да. Вообще я пришла, тогда у меня был день, я должна была продавать арбузы, но арбузы не приехали еще. И мне сказали, торгуй цветами. Как? Как, да? Как, да, я их видела только, ну, на картинках и на клумбах в каких-то южных городах. Мне дают пачку розы, завернутую в газету. Была еще ташкентская роза, тогда был Советский Союз. Вот, ташкентская роза. И говорят, вот тряси. Что упадет, ну, значит, упала, рассыпалась. Которые остались целые, ну, продавай. 3 рубля. И вот так вы впервые столкнулись Да. с цветами, да? Потом как-то потихоньку где-то кто-то попросил, ну, соответственно, учились сами, учились всему. Вот потрогайте, да, он прям плотненько-плотненько. Очень удобный материал. Спасибо. Так. Светлана, я смотрю, у нас практически уже готов, да, наш ободочек. В среднем сколько на подобный ободок уходит у нас веточек этого потрясающего цветка?
В данном случае у нас ушло 3 ветки вот для такой густоты, ну, практически 3. Лучше, конечно, всегда купить с небольшим запасом, чтобы хватило. Наш венок практически готов, остался небольшой кончик. Теперь мы начинаем сборку в обратную сторону, чтобы край был такой же, вот не торчали все ножки. Да-да-да. Спрятать, так сказать, Да, краешек. замаскировать этот край. Все то же самое, только в другую сторону. Светлана, а можете дать небольшой совет, как опытный флорист, да, как сохранить жизнь вообще любому цветку? Вот говорят, нужно аспирин класть, да, в воду, кто-то говорит подсахарить ее, да, но сейчас же есть уже специальные, да, в такие пакетики маленькие, да, вы высыпаете их. А если все-таки нет такого, подарили тебе букет, как продлить жизнь? Ну вот мое мнение, я не знаю, насколько правильное, но я делаю так. Если, например, нет пакетика, пакетик вообще, там никакая не подкормка, там просто обеззараживатель воды. То есть средство для того, чтобы не заводились бактерии в воде, которые вот гнилостные бактерии, из-за них вода портится, соответственно, цветы ее пьют и, соответственно, умирают от этого. Поэтому Главное правило. надо, чтобы была чистая вода и чистая ваза. То есть вот прежде чем в вазу цветы ставить, капельку белизны капнули, вазу налили воды, сполоснули, выплеснули воду и вазу и наливаем просто воду. Вот капли там какие-то все равно этой белизны остаются. Я считаю, что это очень хороший способ. Вот. То есть вот такой лайфхак, да? Да, не надо никакого сахара. Ну, аспирин, в принципе, да, он тоже обеззараживает, можно как бы его, ну, вот все достаточно просто. И тогда менять воду, конечно, нужно каждый день, чтобы вода была чистая, и, соответственно, цветы нужно ставить там, где попрохладнее. Вот спать ложитесь, если в летнее время, все равно, ну, если дома нет кондиционера, да, конечно, можно вынести на балкон. Если какие-то цветочки маленькие, вы же все равно спать легли, вы их не видите. Поставьте их в холодильник. Как бы даже вот в больших в оптовых магазинах у них все хранится в холодильниках. Даже некоторые комнатные растения у них стоят в холодильниках. Светлана, а если поговорить про все-таки ценовую политику? Самые дорогие цветы, но у нас в Якутске это что? Ну, это орхидея. орхидея самая дорогая. Да, орхидея, вот цимбидиум обычно бывает, насколько я знаю, это самый дорогой цветок. Дороже я не встречала. Он стоит порядка нескольких тысяч. Один цветок, ну, в смысле, один стебель. А если говорить все-таки про бюджетный вариант, если хочешь сэкономить, но получить красоту, то это хризантемы? Ну, пожалуй, да. Если, во-первых, хризантема, она долго стоит. Об этом уже говорили, да, очень долгостойкий цветок. Затем, что еще? Она объемная, если мы берем кустовую хризантему. Она достаточно объемная, чтобы за небольшие деньги взять. А если хочешь выделиться и получить что-то невероятное, вот у вас в магазинах, если все-таки мониторить и ждать, то какой цветок лучше ждать? Вот прям хочется и увидел, что поступил в продажу, нужно сразу бежать, потому что такое редко встретишь. Ну, тут дело вкуса. Все равно вкусы у всех разные. Кому-то нравятся одни цветы, кому-то нравятся другие. И тут однозначно не ответишь. А у вас какой любимый цветок? Не знаю. Вот и задумался флорист, да, с многолетним опытом, просто вот все-таки видно. Опять зависит от ситуации. И я считаю, что лучше знать, вот, например, даришь цветы, да? Да. Ну, маме, например, да? Нужно знать, какие мама любит цветы, чтобы подарить ей те цветы, которые ей доставят наибольшее удовольствие. Поэтому, если знаешь, ну, если не знаешь, то я говорю роза. Роза? Если не знаешь, да, роза королева цветов, она в любом случае, в любой ситуации, она смотрится, ну, опять это личное мое мнение. Иногда бывает такая ситуация, что немножко вот получилась тут лысинка, скажем так, небольшая. Поэтому это можно обыграть.
с нашей пользой. Берем какую-то ленту. Ну, в данном случае я взяла кружево. Оно, думаю, сюда подходит. Делаем небольшой бантик. И у нас еще будет вот такое милое дополнение. Просто завязать на узелок. Благодарю. Такой маленький бантик. Такая изюминка, да, как вы сказали, на нашем венке. Вот такая красота получилась у нас из гипсофила, правильно говорю? Красиво? Очень. Очень красиво. Вам очень идет. Самое главное, да, как сказала Светлана, что подобный венок на вашей голове может продержаться, но спокойно в течение Суток легко. суток легко. Вы представляете? То есть не надо ни водички подливать, ничего, да? А из гипсофила он дольше, он просто засыхает и все. Вот так. То есть тем, кто хочет получить венок и проносить его в сутки, я думаю, вот эта идея будет вообще замечательно. Но у нас есть еще и второй вариант, да, ободочка, мы его делаем уже из таких розочек, да, это розы, я вижу. Да, это кустовая роза и кустовой диантус. Этот вариант нашего венка будет посложнее. Почему? Ну, тут все-таки материал более сложный. Тут нужно будет уже, если здесь мы собирали, просто собирали, здесь нужно немножко будет группировать, то есть уже проявлять какие-то Творческие способности. Да, творческие способности. Опять. И будем еще использовать в качестве вот, основы такие вот веточки эвкалипта. Это эвкалипт, настоящий, вот понюхайте запах. О, красота. Так. Очень часто, да, используют его во флористике сейчас? Да, очень часто, потому что он такой неяркая зелень, нежная, приглушенная. Мне очень нравится этот цвет. Да, он как будто с таким неким напылением, да, Да. как будто. Хорошо. Также нарезаем цветы, как делали до этого, на маленькие, коротенькие части. И вот здесь вот нужно будет, здесь важно, чтобы все ножки были затейпированы, то есть кончик ножки обязательно попадал под тейп, потому что, вот, как я уже говорила, тейп, он сохраняет влагу. То есть если вдруг оно останется вот открытым, Да, да, то она быстро засохнет, правильно? Быстро засохнет. Ну, для фотосессии хватит. И здесь мы даже сохраняем те вот такие бутончики, да, они Да. тоже нужны будут нам. Да, бутончики сохраняем, но если останутся, останутся, но вообще бутончики, они придают любой композиции, на мой вкус, любой композиции придают законченный вид и естественность. То есть в природе же не все цветы сразу раскрывшиеся, какие-то могут быть еще закрыты, какие-то с бутончиками, и поэтому будет как-то... А эти бутончики уже не распустятся, да? Ну вот это еще может, вот такие вряд ли, у них просто от воды не хватит сил, запаса внутренних сил. И вот посмотрите, еще роза, у нее есть вот такие вот первые лепесточки, так называемая рубашка. И вообще она, конечно, нужна для сохранности цветов, Вот. да, но иногда она бывает страшненькая, некрасивая. Тогда ее вот просто так легко удаляем. Светлана, а это миф или нет, что говорят, если ты не снимешь эту рубашку, цветок простоит дольше, а если ты его снимаешь, то, соответственно, он распадется быстрее? Ну вот такой пример я обычно покупателям привожу. Если вы берете 2 мандарина, один почистили, второй не почистили, и оставили их на столе, какой у вас дольше сохранится? Которые не почистили. Здесь также. То есть рубашечка. Рубашка – это защитный слой. И когда роза открывается вот Полностью? в рубашке, она открывается постепенно. Этот процесс получается такой медленный. Она открывается постепенно. Никто
насильно ее не заставляет открываться. Соответственно, ну, скажем так, роза вам благодарна. Подготовили весь материал и приступаем к сборке. Опять по той же самой Да, по значит, той же методике. схеме, да. Да. То есть сначала мы эвкалипт берем. Ну, можно взять вот какой-то для начала именно бутончик, диантус. Диантус, да? Выглядит как гвоздичка, да? Ну, гвоздика – это более народное название, диантус – это латинское название. А, то есть это то же самое. Да, это то же самое, это гвоздика и есть. Знаете, наверное, это и есть еще одна из прелестей работы флористом. Вот ты знаешь, очень много терминов, да, изучаешь постоянно, потому что то, что для нас гвоздика, для вас диантус. Вообще вам скажу, такая небольшая хитрость. Как бы у нас все-таки отношение к гвоздике, скажем, ну, не очень, мягко говоря, да? Вот. А гвоздика очень замечательно смотрится в букетах. Она похожа на маленький раскрытый пион. То есть, если пионы цветы дорогие, и когда их ставишь в букет, а если их разбавлять гвоздикой, ну, название гвоздика покупателей отпугивает. Да. Поэтому, если использовать название диантус, очень даже хорошо работает. Да? То есть это такой некий ход такой маркетинговый, да? Да. То есть не говорите, что это гвоздика, скажите, что это букет из диантуса. Все? Да. Светлана, я вижу, что здесь вам приходится немножечко как бы силу прилагать, да, когда вы обматываете, потому что вот стебель, он все-таки твердый, да? Твердый. Ну, натяжение обязательно нужно тейп-ленты. Потому что, как мы говорили, у этого цветка должен быть обязательно кончик обмотан быть, да, чтобы они не завяли. Да. Если у гипсофила немножко можно пропустить, не страшно, то здесь лишние листочки убираем. То есть вы так чередуете, да, эвкалипт, цветок, бутончик, эвкалипт, цветок, бутончик. Ну, примерно система понятна, да? А так, в принципе, здесь полет фантазии, потому что, я думаю... Опять это зависит от исходного материала, из чего вы собрались сделать венок. Ой. А нужно опрыскивать их, чтобы сохранить им жизнь? Или это не особо поможет? Вообще для изготовления любого вот букета, венка, свадебного букета берется цветок отпитый. То есть, когда он постоял какое-то время в воде, не сразу вот после транспортировки, потому что... Поэтому отпитый цветок опрыскивать не надо. Но бывают такие средства, вот по типу то, что мы добавляем в воду, вот эти порошочки, о них сегодня речь была, бывают такие же аэрозоли именно для опрыскивания бутонов. Аэрозоли? Аэрозоли, да, но в Якутске у нас их купить, по-моему, даже невозможно. Я их видела несколько раз. Тоже вот. Очень они хорошо помогают. Да, можно опрыскать. Ну, в общем-то, чаще всего эти венки делают вот для фотосессии или же для свадьбы на несколько часов. В принципе, вот не обязательно ничего этого делать. Вполне хватит. Вот остался. Звонят или приходят, девочки заказывают. Сейчас же это модно. Наш венок номер 2 готов. Его мы сделали из листиков эвкалипта, розочки и Кустового диантуса. кустового гиантуса. В простонародье Гвоздика. гвоздика. Мелкая, красивая, такая, знаете, какая-то воздушная гвоздика. Но я думаю, надо показать, как это выглядит
будет на голове, выглядеть это будет вот так. На такой красивейшей ноте мы завершаем наш очередной выпуск, мы вам покажем. Надеемся, наш мастер-класс пригодится кому-то из вас, дорогие телезрители. Ну а если вы не сможете сделать это в домашних условиях, вы всегда можете посетить мастер-класс Института современного творчества и флористики, и Светлана с радостью поможет вам сотворить вот такую уникальную красоту. Ну а вообще работа с цветами – это потрясающе, да? И я даже завидую вашей профессии. Это большое удовольствие. Спасибо за внимание. До свидания.